Площадки с мусорными контейнерами в 2 микрорайонах Карабулака понемногу превращаются в масштабную стихийную свалку. И все это прямо под окнами горожан. Кто ответственен за такой коллапс? На жалобу жителей откликнулись активисты ОНФ. Но это, как оказалось, не единственная проблема. Обо всем по порядку расскажет наш корреспондент. Танзила Евлоева, как и многие жители многоквартирных домов по улице Джабагиева, уже в отчаянии, а все из-за невыносимого запаха от мусорных контейнеров, расположенных вблизи дома. По словам женщины, живя на 4-м этаже, открыть окна у себя в квартире просто невозможно. 4-й этаж, да, то там из мусора я ходили еще даже отху, сочас хаджош. Их вообще невозможно открывать. А не хаилычи подъезде даже, лохи мозили лошху, синти хукус сумхасу, а сдаях мехтиги отчего заортится на. Мусор в этих контейнерах скапливается с 3 домов. И летом, и осенью. Это место является рассадником мух и неприятных запахов. По словам Цееш Костоевой, ветер разносит мусор по всему двору, в том числе и на детские площадки. При этом просьбы к местным властям устранить это явное нарушение санитарных норм остались без ответа. 28 года еще дал еще. По сих пор так фортика ели хамди еще ждать камар же ярик мусор ел ярик хачу ждет так быстро держит тояс да мотор ават пячхан садак шот трактор вот отпеж искас бяпох ошан табот хада бякап тонус по сих пор из музыка не тона цоха бяка администрация мучхайго жот мучхайго а шай безможно уйти. Ситуацию усугубляет и то, что контейнерами пользуется магазин для гурманов, сотрудники которого выбрасывают отходы производства в эти же баки. Пищевые отходы привлекают сюда и бездомных животных, что также доставляет неудобства жителям. Обратившись к администратору магазина за разъяснением ситуации, внятного ответа мы так и не получили. Можно вообще внутренности выкидывать в общий бак? От них же потом пахнет, особенно в летнее время. Каждый день вывозится. Но вонь идет повсюду. Можно как-нибудь, не знаю, их... Пожалуйста, решите с руководством. Мы просто работаем. Говорят, что вы выкидываете внутренности вот эти на свалке. И что? И что у вас отдельно своего контейнера нету. Я не знаю, какой у нас отдельный контейнер. Мы платим все налоги. Не дождавшись никаких действий от местной администрации, которая просто игнорирует жалобы, жители микрорайона обратились за помощью к активистам Общероссийского народного фронта. По словам Фатимы Барханоевой, грубые нарушения правила Санпина она уже отметила в соответствии со статьей 44 Федерального закона об охране окружающей среды. Места для контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских и спортивных площадок на расстоянии не менее 20 метров. Люди обращались в администрацию, но пока на сегодняшний день никаких действий со стороны муниципалитета мы не видим, поэтому как общественники мы сегодня вмешались и хотим довести до всех, кто должен этой проблемой заняться, что, во-первых, минимальное расстояние от жилого помещения до мусорных баков должно быть 20 метров. Я замерила, здесь 6 метров 60 сантиметров всего-навсего. Если муниципалитет считает, что им некуда перенести эти баки, то вот в недалекой нашей близости находится еще один участок, тоже, видимо, это были когда-то их кладовые какие-то предыдущих домов, да, но есть территория минимум 18 метров от здания, то есть, если мы хотим, место мы найдем обязательно. На этом работа активистов ОНФ в Карабулаке не закончилась. Просьбы разобраться с транспортной проблемой звучат от жителей Восточного микрорайона. Дело в том, что конечная остановка общественного транспорта находится на расстоянии 1,5 километров от окраины города, где также проживают люди, из-за чего и взрослые, и дети вынуждены добираться до дома пешком либо на такси, что бьет по карману. Автобусная остановка, потому что милиция ехает 600 от хава 1,5 километра, егаш бах без или такси латис, от остановки перевести, дешет он аттер таштаха чедаха, духти я письмо я пока ответ дать. Администрация за магаси, это Южный федеральный округ Чайки, цинги я дадер ох письмо. Цар Южный федеральный округ Чайки администрация отдать письмо.
но ответы надо. У нас проблема в том, что конечная остановка находится около ГУВД. И люди с этого поселка, они вынуждены выходить там и оттуда или пешком сюда добираться. Тротуаров-то нету, сами знаете, его положение. Или на такси. Это обычно обратно расходы это большие. Для людей, у которых зарплата 10-15 тысяч рублей, платить там 10% от зарплаты за такси, это очень дорого. Мы обратились и в Минтранс, везде обращались, никак не решается эта проблема. Остановку, конечно, надо сюда перенести. Если остановка не переносится, то хотя бы надо обязательно этих маршрутчиков, газелистов, чтобы они пассажиров вот здесь высаживали. По словам Фатимы Бархановой, эта проблема легко устраняемая, без всяких финансовых затрат. Всего-то нужно продлить маршрут до места бывшей арки счастливого пути. Люди обращаются с просьбой, чтобы маршрут был удлинен. Когда мы выезжали с офиса, думали, боже мой, как нужно будет и финансовые затраты, и строить остановку и так далее. Когда приехали на место, мы с вами увидели, что вообще затрат никаких, только административный ресурс нужно использовать. То есть удлинить маршрут, обязать маршрутчиков доезжать до улицы Джабагиева-Цычоева. Там даже есть пешеходный переход. По той стороне, которая жилая, да, разметка позволяет развернуться маршрутке, и есть остановка, и есть знаки о том, что это остановка, все там есть. Просто нужно технически удлинить маршрут. Мы будем обращаться в администрацию города Карабулак по обоим случаям и в Минтранс для того, чтобы маршрут был удлинен и доведен до совершенства. Проблемы и замечания жителей микрорайонов активисты ОНФ записали. И, по их словам, в скором времени жалобы горожан будут направлены в городскую администрацию и в правительство республики. Хава Гайзикова, Адам Мережков, Магомед Дидигов. Новости 24.